До сегодняшнего дня здание подросткового молодежного клуба «Ирандык» выглядело, мягко говоря, не очень. Заниматься спортом детям в такой обстановке было никак нельзя, поэтому весной приняли решение закрыть клуб на ремонт. Сегодня изменения уже очевидны, работа проделана большая. Дети с нетерпением ждут открытия клуба. В данный момент с 5 класса, с 6 класса, раньше с 8 класса у нас кадеты были. То есть пока занимаемся на базе школы. Как только откроется клуб, будем заниматься уже здесь. То есть в зимнее время у нас получается только спортзал, если он свободно занимались, или в кабинете. Если клуб откроется, то, соответственно, уже теплое помещение, больше пространства, больше будем заниматься. До сезона дождей успели отремонтировать крышу. В большом тренировочном зале вдвое увеличили число радиаторов. На стенах установили 2 тепловентилятора. С учетом правил противопожарной безопасности обновили линолеум, а также двери и окна. Для воспитанников клуба «Ирандык» теперь оборудован и санузел, которого ранее здесь не было. Установлены 2 газовых котла. На следующей неделе в здании планируется заменить электропроводку. А вот что касается косметического ремонта, то его отложили до наступления тепла. Здесь как будет военно-патриотический, военно-спортивно-патриотический клуб будет. Мы провели соцопрос в 5-й школе, также был разговор с директором школы, и на основании этого мы решили, что здесь нужно еще, кроме этого, спортивную секцию какую-то открыть. После Нового года тоже думаем, что какая-то именно спортивная секция будет в этом клубе. То есть 2 руководителя здесь и будет. На ремонтные работы клуба благотворительный фонд перечислил 900 тысяч рублей. Местные власти выделили средства на оборудование системы водоснабжения. Для воспитанников РНДК закуплено 3 спортивных многофункциональных тренажера. Основная проделанная работа позади. Руководители клуба надеются, что в течение месяца двери РНДК для досуга ребят вновь распахнутся. Елена Афанасьева, Альфия Янчурина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.